Волшебный образ Китая давно сложился в культуре европейских народов. Русский и англичанин, испанец и швед, татарин и осетин на удивление похожи в своем отношении к Китаю. Для всех нас это неисчерпаемая кладовая чудес и открытий, мудрости и гармонии. Юношески суетливый и амбициозный Запад неизменно склоняется под снисходительным взглядом многотысячелетнего китайского опыта. Китай — это великая цивилизация, имеющая собственный ответ на вызовы любой эпохи. Китай — это высокая культура, которая всегда современна, потому что осваивает мир, не поступаясь собственной национальной традицией. Наш фильм о китайских страницах аланской истории, о древних и средневековых связях с Китаем, которые повлияли на судьбу Алании, расположенной в самом центре Кавказа, в суровых ущельях под заснеженными вершинами и плодородных предгорных долинах по обеим сторонам главного Кавказского хребта. Алания или Осетия – родина одного из тех немногих народов древности, которым счастливо удалось сохранить до наших дней свою идентичность, родной язык и культуру. Аланы оставили исторический след в разных странах Европы, Азии и Африки. И все же Китаю принадлежит особое место в аланской истории. Та воинственная группировка сако-массагетских, то есть восточно-скифских племен, которая в начале новой эры объединила скифо-сарматское население Кавказа и юго-восточной Европы, пришла из далеких азиатских степей через Джунгарский проход около озера Алаколь на границе Казахстана и Китая. Именно тогда, 2000 лет назад, распространилось гордое имя нового союза – Аланы. Так звучало на скифском языке древнее самоназвание всех иранских народов – Ариана. От этого общего имени происходит и название государства Иран, которое используют для научного обозначения всей группы родственных народов. Их условно называют иранскими, подчеркивая родство и общность происхождения. Словом, научную классификацию языков и культур не нужно путать с исторической географией. Племена, объединившиеся в Аланском союзе, как и большинство других иранских народов, никогда не имели отношения к территории Ирана. Свидетельства древних хроник и находки археологов неопровержимо доказывают: предки ранних аланов, которым удалось объединить и возглавить своих родственников на Кавказе, несколько веков до новой эры жили у северных и северо-западных границ Китая. А через 1500 лет кавказские аланы вновь оказались в Китае. Только теперь причиной их далекого путешествия стало монгольское завоевание, которому Китай и Алания подверглись в XIII веке. Аланская история, алано-китайские связи вызывают все больше интерес китайских историков. В нашем путешествии по Китаю нам помогут известные китайские ученые. Профессор Сюй Вэнькань – признанный специалист по истории и культуре древних народов Центральной Азии. Китай имеет очень давнюю традицию взаимоотношений с иранскими народами, особенно с говорящими на восточно-иранских языках. Например, у нас обнаружены следы древней культуры,
которую условно называют Андроновской. Они встречаются и во многих местах в России. Андроновская культура существовала в бронзовом и начале Железного века. Считается, что она связана с предками иранских народов. В Синьцзяне тоже обнаружены следы этой культуры. Иранцы очень рано создали государственное образование на территории нынешнего Китая, например, хатан в Южном Синьцзяне. Язык этой страны называется хатано-сакским. В Санкт-Петербурге хранится много письменных памятников хатано-сакского языка. Среди них есть и китайско-хатанские билингвы, то есть один и тот же документ написан на двух языках – китайском и хатано-сакском. Кроме того, в китайской истории очень рано появляются упоминания о народе Сай, то есть саках, которые, включая и аланов, были частью скифо-сарматского мира. Мы в городе Урумчи, центре Синьцзянь-Уйгурского национального округа. Эта земля с древности была местом встречи разных народов и культур. Традиция сохраняется. На улицах города, на базаре многоликая многоязычная толпа. Когда-то здесь звучала и скифская, а затем аланская речь. В музее Урумчи собраны археологические свидетельства прошедших тысячелетий, в том числе скифо-сармато-аланские артефакты. В действительности, аланы и осетины – одна из ветвей скифо-сарматов. Самое раннее письменное упоминание об осетинах в китайских хрониках встречается более чем 2000 лет назад в жизнеописании Давань. Профессор Сюй Вэнькань считает, что осетины, аланы – один из древнейших народов. Изучение их истории, традиций, культуры и языка, как последнего оставшегося осколка скифо-сарматского мира, вызывает большой интерес у ученых не только Китая, но и всего мира. Из исторических хроник Шидзи. Там есть такие слова. Яньцай находится на 2000 ли к северо-западу от государства Кангюй. В те времена название Яньцай означало то же, что и современные аланы-осетины. Это кочевая страна, имеет более 100 тысяч лучников, граничит с Великим озером. Мы внесли статью про государство Яньцай в редактируемый нами большой китайский словарь. Там говорится, что Яньцай — это древний этноним, встречается и в формах ису. Во времена династии Восточный Хань стал называться Алань-Ляо, а во времена Троецарствования переименован в Алань, располагаясь на современной территории от Аральского до Каспийского моря. Еще дальше на запад от Каспия и низовьев Волги простирались владения Сарматского союза аорсов. Занимая территорию между Центральной Азией и Причерноморьем, сарматы, аорсы и аланы играли в древности ведущую роль в торговых и культурных связях на Великом Шелковом пути. Великий Шелковый путь – это система караванных маршрутов, которая со II века до нашей эры соединяла страны Евразии, от Западной Европы до Китая. Он связал все великие цивилизации Старого Света и просуществовал более 1500 лет. До него китайцы и народы Европы не имели ясного представления друг о друге. По нему шел постоянный обмен культурными достижениями, новыми знаниями и идеями. Северные трассы Великого Шелкового пути вели из Китая через Таримскую котловину между хребтами Тяньшаня и Куньлуня. Огибая пустыню Такламакан, караваны шли от оазиса к оазису, останавливаясь в Хотане и других городах, которые с древности стояли на пересечении торговых дорог, имели караван-сараи и специальные рынки для купцов. И дальше, через Памир и Приуралье, к Нижней Волге, Кавказу и Черному морю.
Это пещеры Магао в пустыне Такламакан. Их протяженность составляет 1680 метров и включает более 1000 пещер с буддистскими изваяниями и росписями. Именно поэтому они получили название «Пещеры Тысячи Будд». Строились они на протяжении 10 веков, с 4 по 14. Чем интересны нам эти пещеры, помимо их значимости как объекта, входящего в реестр мирового культурного наследия человечества? Важную роль в их создании сыграли согды, древний восточно-иранский народ, который оставил по всему шелковому пути многочисленные выдающиеся памятники культуры. А так выглядит сегодня древний город Увэй, выросший в самом западном китайском оазисе на Великом Шелковом пути. Аланское присутствие здесь не прекращалось до позднего Средневековья. Увэй считается в Китае родиной ассудской, то есть аланской, фамилии Цзинь, что в переводе означает «золото». Мы на самой западной, конечной заставе Великой Китайской стены. Ее строительство, увековеченное в Музее восковых фигур, и строительство западной заставы в том числе, было связано с опасностью аланских набегов. Но, конечно, помимо обороны от северных кочевников, китайские императоры имели в виду и контроль над шелковым путем. Шелковый путь дал надежную основу для сотрудничества оседлых и кочевых народов. Кочевники, прежде добывавшие нужные товары в грабительских набегах, стали выступать в роли проводников и защитников купеческих караванов. В аланских могильниках найдены специальные подковы для верблюдов, необходимые при движении караванов по горным дорогам. Аланская традиция контроля над торговыми путями не прерывалась до самой эпохи монгольских завоеваний. До наших дней в глубине горных ущелий сохранились остатки древней дороги и таможенно-пропускных пунктов. Торговые караваны облагались таможенной пошлиной. Купцы платили за проезд по аланским владениям, за пользование мостами, за проход через перевалы, за услуги проводников и необходимых в горах носильщиков. Кавказская Алания была прославлена роскошью и богатством, которое в средние века принесла ей международная торговля.
По трассам Великого Шелкового пути в Аланию поступали ткани и модная одежда, стеклянная и серебряная посуда, женские украшения и предметы туалета, вина и пряности. Провинциальные аланские аристократы одевались в шелка, которые в Иране и Западной Европе использовали только для одежды шахов и королей. Яркий китайский след запечатлелся во внешнем виде грозной аланской конницы, знаменитые штандарты в виде драконов с металлическими головами и разноцветными шелковыми туловищами. Но, конечно, самый большой интерес ученых вызывают духовные и в том числе религиозные связи между странами и народами. Это Тибет. А это Лхаса, столица Тибета, место паломничества туристов со всего мира. Паттала. В прошлом дворец Далай-ламы и один из религиозных и духовных центров мира, наряду с Иерусалимом, Меккой и Ватиканом. Большинство паломников и посетителей Патталы – сами тибетцы и любознательные китайцы. Узнать среди них скандинавов совсем несложно. Встречаются, между прочим, и аланы. Всемирная очередь ко дворцу Далай-ламы не иссякает никогда. Профессор Сюй Вэнькань говорит, что в Китае распространение таких религиозных учений, как буддизм, манихейство, зороастризм, а также христианство несторианского толка имеет непосредственное отношение к иранцам. Мы знаем, что народы Юго-Запада, включая тибетцев, имеют очень много связей с иранскими народами древности. Например, древняя тибетская религия Бон в действительности является продуктом слияния древних иранских верований с буддизмом. По свидетельствам тибетских документов, религия Бон была привнесена из Даши. Это одно из названий древних иранцев. Исконная тибетская религия Бон, основанная на духовных традициях древних иранцев, только в XIII веке уступила свое господствующее место буддизму. Бонские священники никогда не объединялись в религиозные организации, не носили никакой отличительной одежды. Они жили среди народа и обеспечивали его нужды.
В качестве оружия величайшей магической силы священнослужители Бон использовали знак свастики, символизирующий солнце и свет у иранских и других индоевропейских народов. Важное место в бонских обрядах занимал ритуал жертвоприношения животных, сопровождаемый специальной жертвенной молитвой. Частью бонской религиозной практики были танцы и драматические представления. Иранское происхождение имеет и образ мистической и счастливой страны Шамбалы, недоступной для простых смертных. Ее, как лепестки лотоса, окружают 8 снежных гор. Как тут не вспомнить древний аланский герб, на котором 8 горных вершин воплощают идеальный образ мировой гармонии. В тибетской округе есть еще один поразительный и пока не объясненный пример тысячелетних алано-китайских связей. Небольшой горный народ Цян сохранил матриархальные обычаи и другие редкие черты традиционной культуры, резко отличающие его от окружающего населения. Цянцев считают едва ли не самой древней народностью в Китае. Более 3000 лет назад они уже упомянуты в письменных источниках. Ученые предполагают, что некоторые особенности цянцев объясняются их древними контактами со скифо-аланскими соседями. Вы уже посетили Тибет, а культура юго-западного Китая также очень связана с иранцами. Например, все знают древнюю китайскую народность Тян в провинции Сычуань. Древняя культура тянцев, по мнению многих, в действительности была связана с иранцами-скифами. В книге династии Поздняя Хань есть упоминание о башнях. Там приводится обзор народов Жань-Мань-И, что совпадает с нынешней Тянско-Тибетской областью Аба. Говорится, что в той местности люди проживают, примыкая к горам, и строят жилища из нагроможденных камней. Они называются галуон и имеют высоту более 30 метров. Затем приведено примечание. Местные народы называют их оборонительные сооружения дяо, то есть сторожевые башни. Это и есть тянские сторожевые башни Галуона, которые имеют определенное отношение к аланским постройкам. Профессор Ци Фуджен – художник-архитектор, исследователь и знаток древних архитектурных сооружений малых народов Китая. Наибольшее количество башен в Тянском районе Китая. В этом селении Хэйчуджай уезда Маосянь на реке Иньчжуй. Раньше, до обрушения, здесь было 11 башен. Назывались они 11 корней, сейчас осталось только 5, поэтому они являются настоящим сокровищем. Среди этих 5 башен есть четырехугольные, восьмиугольные, шестиугольные. Все они – драгоценное наследие мировой культуры. Есть ли историческая и культурная связь между традиционной архитектурой Центрального Кавказа и цянскими башнями Горного Китая? Может ли быть случайным совпадение названий? Китайская башня называется на цянском языке галуон. По-алански галуан – это замок, состоящий из башни с примыкающими к ней оборонительными и жилыми сооружениями. Изучение этой удивительной близости только начинается. Профессор Ци Фуджен, предварительно сопоставив цянские и кавказские башни, подтвердил совпадение строительной технологии и архитектуры. По его мнению, вряд ли это совпадение на разных концах Земли можно объяснить случайностью. К
тому же название башни имеет ясный смысл на цянском языке. Галуон означает «каменное сооружение». В самом сердце области расселения цянцев в селении Хэйхуджай уезда Маасянь профессор Ци Фуджен встретился с Ян Юнде, депутатом Всекитайского собрания народных представителей. Ян Юнде – местный житель. Он хорошо знает прошлое и настоящее этих мест. Насколько глубоко в древность уходит история местных башен? История башен насчитывает более 2000 лет. Сколько раньше было башен? На моем веку в нашем селении было 13 башен. Сейчас еще осталось 7. В каком состоянии башни сейчас? Во время землетрясения некоторые башни упали, у других развалились макушки. В основном обрушился один этаж. Требуется немедленная реставрация. Есть ли сейчас специалисты такие же, как мастера постройки башен в древности? Раньше были специалисты. Сейчас же, если говорить о здешних жителях, то некоторые могут класть башни. А в более ранние времена при ваших дедах были ли мастера кладки еще где-нибудь, кроме этих мест? Кладка башни — это наемная работа. Мастера ходили на постройку повсюду. Мы знали только тех, кто ходил по нашей области Аба. Это и есть район распространения башен. Если вы говорите о дальних местах, там строителей башен мало. Другое дело — несколько наших сел. Сунпань, Хэйшуй, Тумэнь, Лисянь. Здесь мастеров ходило достаточно много. Какова ширина фундамента у той башни? У башен ширина фундамента 1,40–1,50 м, минимум 1 метр 30 сантиметров. Большая башня в основании имеет 5 метров. Есть и по 7 метров, если это основание восьмиугольное, укрепленное камнями, потому что башню строят так: низ большой, верх маленький. Их складывали из камней и глины. Так и предусмотрено. Чем выше, тем уже. Почему у этих построек так много граней, углов? Чем больше углов, тем она прочней. Какова их максимальная высота? Есть 11-этажные, есть 8-этажные. 11-этажные высотой в 30 метров. Есть квадратные, 6-угольные, 8-угольные, даже 12-угольные. Жили ли там раньше люди? Жили, и сейчас в некоторых башнях люди живут. Провиант, урожай складывали наверху? Да, складывать нужно наверху. Но после землетрясения многие башни поломались, и люди не осмеливались там жить. На нижнем этаже башни держит скот? Конечно, внизу держали скот, и люди тоже там жили. Я раньше тоже жил в башне.
В 2008 году в Цянском районе произошло 8-бальное землетрясение. Погибло 200 тысяч человек. Были разрушены не только деревни, поселки, но и вся инфраструктура. 2 лет хватило на преодоление всех последствий землетрясения. Местные жители рассказывают, что нынешняя экономическая ситуация в районе лучше прежней. Первым делом решается дорожно-транспортный вопрос. Затем строится жилье, обеспечиваются поставки продовольствия. Население в этих горах растет. Люди переселяются сюда, опираясь на всемирную поддержку государства. Китайские архитекторы не пошли путем дешевого типового строительства. После землетрясения многие постройки подчеркнуто стилизованы под древние башни. В бурно развивающемся современном Китае цянские башни стали символом стойкости и престижным брендом. Бережно сохраняя местные традиции, китайские дизайнеры активно используют и главный мотив цянского орнамента. После рассказа о башнях совпадение мотивов цянского и осетинского орнаментов уже не кажется случайным. Изображение рогатой бараньей головы используется здесь и как элемент орнамента, и как самостоятельная эмблема. Такое изображение барана в скифо-аланской традиции связывают с понятием фарна – божественной благодати и благополучия. Между прочим, и многоугольность китайских башен иногда объясняют правилами фэн-шуй, обеспечивающими успех и процветание. Аланские и китайские башни роднит также помещаемый на них знак креста, который чаще всего трактуется как символ солнца. Яркие черты поклонения солнцу и огню служат, по мнению ученых, еще одним важным указанием на связь цянцев с древними иранцами. Я, как специалист, исследующий цянскую архитектуру, выдвигаю следующее предположение. Аланские башни были построены в VII-VIII веках, которые как раз приходятся на Танскую эпоху, то есть период могущества Китая. Можно предположить 2 возможности. Первое. Люди Алании по Великому Шелковому пути пришли в северо-западной области Китая, где научились технике постройки башен у тянцев, и, возвратившись в Аланию, построили подобные сооружения. Другая возможность – аланы опять-таки по Южному Шелковому пути достигли северо-западных горных районов и пригласили тянских мастеров поехать в Аланию для возведения там башен. Профессор Ци Фуджен считает, что вероятнее преемственность от цянцев к аланам, а не наоборот, поскольку цянские башни изысканнее, разнообразнее и сооружаются более 2000 лет. Однако вне зависимости от того, кто у кого научился строить башни, ни у кого не вызывают сомнения глубокие и тесные связи предков аланов и цянцев. На это ясно указывают элементы древней иранской культуры у народа, говорящего на языке тибетской группы. Великий Шелковый путь обеспечивал непрерывность алано-китайских связей на протяжении 1500 лет, с самого начала, со II века новой эры до драматической эпохи монгольских завоеваний, которым подверглись Китай и Алания в XIII веке. Нашествие монголов, начавшееся в 1238 году, застало Аланию в состоянии феодальной раздробленности. О судьбе царя ничего не известно. Но, судя по сопротивлению столицы, он храбро сражался с завоевателями. Князья же не сумели преодолеть рознь и объединить силы. Некоторые из них сдавали свои владения без боя, и за это монголы сохраняли им власть и принимали на службу. Война с аланами растянулась на долгие годы,
но в итоге лишь горная Алания отстояла свою свободу. В XIII веке, во времена монгольских завоеваний на Западе, потомки Чингисхана пришли в места проживания аланов на Кавказе. В тогдашних летописях, в китайской хронике династии Юань и в сокровенном сказании монголов встречаются упоминания об аланах, где они называются Ассу, а Ассуд — это монгольское множественное число. Угадей, преемник Чингисхана, послал войска на войну с аланами. Конечно, были покорены не все аланы, в основном только живущие на равнинных территориях. Монголы, сами превосходные воины, очень высоко оценивали военное искусство и доблесть аланов. Они предложили аланской знати привести на службу монголам 10 тысяч аланских воинов. 1000 аланских всадников составили личную гвардию верховного хана. Аланская гвардия при монгольских императорах Китая насчитывала в разное время от 10 до 30 тысяч воинов. Воздержимся от политических оценок этой службы. Было бы интересно узнать, что думали о ней те, кто на родине продолжал борьбу с захватчиками. В 1246 году итальянский путешественник Плано Карпини сообщал о затянувшейся 12-летней осаде монголами горных алан, которые оказали им мужественное сопротивление и убили многих, и притом вельмож. Посол французского короля Гильом де Рубрук видел в 1253 году, что аланы на этих горах все еще не покорены, так что из каждых 10 монголов двоим надлежало караулить горные ущелья. Было бы очень важно знать, что говорил о своих соплеменниках, делавших карьеру на монгольской службе, последний аланский царь Богатар, сам посвятивший жизнь защите родины и возрождению государства. Скорее всего, мы никогда этого не узнаем. Хотя, наверное, можно догадаться. XIII век — время монгольской империи Юань, и аланы, обладавшие выдающимся боевым искусством и стратегией, и к тому же очень храбрые, получили весьма высокую оценку у монгольских завоевателей. Во времена династии Юань аланам придавали большое значение, и упоминаний о них достаточно много. Личная гвардия юаньских императоров в большинстве своем состояла из алан. По свидетельствам того времени, расквартированная в Даду, современном Пекине, отборная личная гвардия Хубилая, основателя династии, состояла из 30 тысяч алан. Авангард армии также состоял из алан. Монгольская династия Юань правила Китаем с 1264 до 1368 года. И все это время аланы занимали влиятельное положение при дворе. Среди них были выдающиеся полководцы, дипломаты, министры. В иерархии народов империи аланы или асуды занимали наивысшее после самих монголов положение. Они относились к категории сэму, то есть цветноглазых, и стояли выше коренных жителей китайцев. Профессор Лоу Ишен – известный исследователь истории и культуры средневекового Китая, в том числе эпохи монгольской династии Юань. Роль аланов в истории династии Юань состояла главным образом в военном искусстве. Аланская гвардия была самым мощным из вооруженных формирований династии Юань. Из записей периода династии Юань, из документов того времени известно, что аланы были расквартированы преимущественно в Даду, то есть в современном Пекине, и являлись основной военной силой, охраняющей столичный город. Именно здесь, в Пекине, стояла 30-тысячная аланская гвардия и личная охрана императора из 1000 аланов. Это храм Конфуция, и при нем училище сыновей Отечества, в котором могли учиться и аланские юноши.
Пекинском музее истории экспонаты эпохи династии Юань. Флорентийский епископ Джованни Мариньоли, несколько лет проживший в юаньском Китае, с нескрываемым восторгом писал о баланах, окружавших монгольского императора. Всех выше стоят также князья его государства, которые зовутся аланами и управляют всей Восточной империей. Они христиане, их более 30 тысяч, являющихся ныне величайшим и благороднейшим народом в мире. Всех красивее и храбрее мужи их, с помощью которых монголы овладели Восточной империей и без которых никогда не достигли бы славной победы. В Юаньши, истории династии Юань, приведены биографии выдающихся аланских полководцев, описание подвигов аланских богатырей, иногда даже краткие хроники знатных аланских семей. Боевая стратегия и тактика алан очень сильно повлияла на монгольскую армию. Аланы приняли участие в войне монголов против династии Южная Сун. В Юаньши, официальной истории юаньских императоров, встречается много биографических описаний, посвященных аланским полководцам. Арсылань был родом Ас. Когда Сяньцзун осадил его город, он со своим сыном Асэньчжэнем вышел к воротам встретить войско. Император своим указом оставил его во главе асов. Асэньчжэн погиб, героически сражаясь против мятежных войск Дорге. Император приказал отправить тело погибшего в его город для погребения. И тогда Арсылань сказал: «Мой старший сын, ваш подданный, умер, не успев послужить империи, и поэтому я отдаю вам второго сына, Нигулая, чтобы он был у вас на службе». Ас Елебадор подчинился вместе с владетелем его страны, и Тайцзун, Угадей, назначил его в дворцовую гвардию. Как-то раз на охоте они встретили в теснении тигра. Елебадор спешился и схватился с тигром. Тигр раскрыл пасть, чтобы укусить его, но Елебадор всунул руку в пасть тигра и вырвал у него язык. Затем обнажил при нем саблю и убил его. Восхищенный его отвагой, император наградил его 50 лянами золота и поставил во главе отдельного асского отряда. Сын Елебадора, Юйваши, наследовал отцовскую должность тысячника асов. За участие в усмирении Сун он получил в награду 2512 семейств в уезде Чаосянь. За многочисленные подвиги Юйваши был пожалован золотой тигровой пайдзой и титулами «Старший полководец», «Усмиритель отдаленных сторон» и «Командующий передовым отрядом гвардии». Обрадованный очередным подвигом Юйваши, император сказал, обращаясь к своим приближенным и полководцам: «Кто может сравниться с князем Юйваши в героических деяниях? Если даже облачить Юйваши в золото с ног до головы, мы не сможем выразить ему всей нашей благодарности». Позднее, в знак признания его заслуг, император наградил Юйваши рангом верховного полководца-защитника государства, оставив ему прежнюю должность, которую наследовал его сын Инцелидай, а затем внук Байджу. Город Ханчжоу – центр современной провинции Чжэцзян. Это столица династии Южная Сун.
все, что осталось от императорского дворца Южный Сун. В 1276 году юаньские войска взяли Ханчжоу штурмом, и более половины дворца сгорело дотла. Сохранилась и часть старой дороги, которая вела ко дворцу. Остатки дворца были преобразованы в целый ряд буддийских храмов. До нашего времени в Ханчжоу сохранилось немало памятников тибетского буддизма со времен юаньской эпохи. Есть очень подробный журнал и даты с записями, кто кого отправил сюда для строительства храма и тому подобное. Все это очень ценно и сейчас охраняется государством. В юаньскую эпоху было поставлено более 100 изображений Будды, в том числе более 10 его статуй, сохранившихся в Ханчжоу. Еще одна важная составляющая культурного наследия – памятники мусульманской культуры, также существовавшие здесь в юаньскую эпоху. Эту мечеть построил среднеазиатский аристократ по имени Ала Алдин. У нее очень звучное китайское имя – мечеть Феникса. Она построена полностью в китайском стиле. В центре 2 дверные башни, по краям 2 опоры, как 2 крыла. Отсюда название. Во время реконструкции в прошлом веке одну башню снесли, но основная конструкция сохраняется с юаньского времени. Профессор Лоу Ишен рассказывает о важной роли аланов во всех ключевых битвах на территории Китая, и в том числе об их участии в разгроме династии Южная Сун. Профессор говорит, что на юге Китая не сохранилось следов пребывания аланов. Если и были какие-то островки аланского населения, то они давно ассимилировались в местной среде, и сейчас их возможно выявить разве что с помощью генетического анализа. Профессор Джэцзянского государственного университета Чэнь Ли согласен с Лоу Ишеном в том, что династия Юань решала свои военные вопросы с помощью аланской гвардии. Это город Шанжао в провинции Цзянси. Здесь место крупного сражения, в котором монголам и аланам противостояло 200-тысячное войско противника. Здесь почти не осталось исторических следов эпохи. Срыты крепостные стены. Нет больше северных, западных и южных ворот, упомянутых в хронике. Военные действия, которые развернулись в 1290 году в долине реки Синьцзянь, помнит, возможно, только Белая пагода. В местности Чжэнчао, у современного города Чаоху в провинции Аньхуэй, шли жестокие бои. Восстала непокорная династия Сун. Император Ши Цзи, сын Чингисхана Хубилай, послал аланскую гвардию на усмирение мятежников. В этих боях аланы понесли большие потери. Вот эти места, где берег реки стал последней линией обороны. Мужественные мятежники не сдавались в плен, предпочитая гибнуть, прыгая с высоких крепостных стен. В памяти народа эта битва осталась на века. И в честь нее на горе был разбит мемориал. В 1274 году погиб известный аланский командир Атачи, и император Ши Цзи, то есть хан Хубилай, в награду за совершенные им подвиги даровал его семье 20 килограммов серебра, 3500 связок медных монет и 1539 дворов оставшегося в живых местного населения. Сыну Атачи Бадару было приказано наследовать отцу в должности тысячника и носить золотую пайдзу.
Великая Китайская стена – один из главных исторических объектов китайской цивилизации. Аланы охраняли две заставы. Первую – в 70 километрах от Пекина, которая сейчас является самым посещаемым туристическим объектом в мире и входит в список чудес света. И вторая застава на западе. На месте этих современных сел как раз и жили в XIII веке аланы, которые несли службу на Великой Стене. По этой дороге они поднимались на заставу. Аланы покинули свои поселения, когда пришедшая на смену монголам династия Мин заставила алан уйти в Монголию вслед за изгнанными юаньскими захватчиками и узурпаторами. И здесь, как и во многих других странах, куда забрасывала их судьба, аланы выбирали для жизни гористую местность, то ли по привычке, то ли в память о покинутой родине. Аланы не ушли только с самого запада, из города Увэй на Великом Шелковом пути. Наверное, потому что там они поселились за много веков до монгольского завоевания. В высочайше утвержденном императорском географическом описании, составленном в конце XVIII века, записано: «Монгольская фамилия Асуд берет начало в старом племени династии Юань и приняла китайский иероглиф «дзинь» — «золото» в качестве фамилии». Мы вглядывались в лица жителей Увэя, пытаясь разглядеть в них черты сородичей. Профессор Чэнь Ли – авторитетный специалист по культурной антропологии и психологии. Все победы и поражения корпуса алан отразились не только в исторических хрониках, но еще более подробно в народных рыцарских романах того времени. Описываемые в романах рыцари сохранили в своем облике черты алан. Например, волнистые волосы, синие глаза, высокий рост. Судя по всему, народ некоторое время сохранял память об аланах. Профессор Чэнь Ли рассказывает, как в рыцарских романах описываются деяния и подвиги выдающихся воинов, весь облик которых соответствует аланам древности. Европейская внешность, искусная верховая езда, превосходное боевое мастерство и воинское благородство с особыми проявлениями уважения и любви к женщине. В Китае произошло то же самое, что и в Европе, где сармато-аланская традиция запечатлелась в рассказах о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Аланы стали прообразом идеального рыцаря в средневековых китайских романах. Монгольская династия Юань продержалась в Китае чуть больше века. Когда последний монгольский император Тогон Тимур в 1368 году навсегда покидал Пекин, с ним ушли в изгнание и отряды, преданные ему Аланской гвардии. Потомки этих аланов, даже в беде сохранивших верность чужеземному повелителю, живут в Монголии и по сей день. Они поселились на юге пустыни Гоби. В память о тех временах сохранились и названия местности – Большой Нарт и Малый Нарт. Асуд и аланы давно стали частью монгольского народа.
хотя по-прежнему именуются асутами и смутно помнят о каком-то иноземном происхождении далеких предков. Своей внешностью, если верить визуальным впечатлениям наблюдателей, они явно отличаются от соседнего монгольского населения, сохраняя некоторые черты европейского облика. Вот и все, что осталось от незаурядных военных достижений, поставленных на службу чужим правителям. И от рыцарской славы, рассеянной вдалеке от покинутой родины. А народ Алании, отстоявший свою свободу, считает своим общим предком царя Богатара. Такова награда, которой осетины Аланы удостоили правителя, не сдавшего родной земли, героя, боровшегося за возрождение аланской державы.